Студенческому телевидению СГУ сегодня ровно год. Ну и как отметить это событие, если не выпуском новостей? Поэтому мы начинаем. Знание литературы, ориентирование на местности и быстрые ноги. Вот что понадобилось участникам квест-игры «Литературный Сыктывкар». В интеллектуально насыщенной пробежке по городу приняли участие и наши студенты, и учащиеся средних учебных заведений, и даже школьники. Идея проекта проста – познакомить участников с известными и малоизвестными памятниками Сыктывкара. Возглавлять команды школьников вызвались представители сильного пола. Ты сегодня командир. В чем твоя главная задача как командира будет заключаться? Сделать так, чтобы команда победила. Думаешь, победите? Я знаю, что мы победим. Я пришел по собственному желанию, так как это интересно. Бегать по городу и отвечать на разные вопросы. Автор проекта Олег Исаков, первокурсник Института культуры и искусств. Организовать игру ему помог Центр развития добровольчества. Каждый волонтер, который стоит возле памятника, на своей площадке, он имеет вот такую вот шапочку. Всего в квест-игре было задействовано 120 человек. Возле каждой из станций, памятника или мемориальной доски участников ждали волонтеры. Ребята должны придумать 10 применений вот этой замечательной штучки. Коробочки. Кто отгадывает, что это такое вообще в наше время, получает 10 баллов. Дальше получается, соответственно, меньше, в зависимости от того, сколько ребята назовут применений. Так, ну-ка, а что это на самом деле за вещица? Нам откроешь секрет? На самом деле это просто как касса, деньги брать. Стоят в магазинах такие штучки на прилавках. Подведение итогов квест-игры пройдет в Музее просвещения Коми-края. Кто лучше всех знает памятники Сыктывкара, будет известно уже в понедельник. А моя коллега Анна Зубарева, похоже, втянулась в праздничную обстановку и продолжает на этой неделе рассказывать о днях первокурсника. Студенческое телевидение в корпусе Насторовского. Здесь Институт менеджмента и предпринимательства подготовил настоящие испытания для своих первокурсников. Остаться в живых – вот цель этого вечера. Поздравляем вас! После концерта мы сделали посвящение в виде Форт Боярда, на котором ребята должны найти ключи, и чтобы этими ключами они нашли своих тьюторов, потому что мы их украли. Это 301, почему ты горешь? 6! Да у тебя сейчас все будет! На самое волшебное мероприятие этой осени нас пригласили Институт иностранных языков и Институт педагогики и психологии. Они посвящают своих первокурсников в Орден Феникса. Интересно? Нам тоже. Мы начинаем! Принять в Орден Феникса для изучения заклинаний для борьбы против лени, плохой успеваемости, плохих оценок и против опознания. Гарри, ты отчислен. Я? Но почему я? Я отличник, я сирота, я инвалид по зрению. Ну-ка скажите мне сразу и честно, спите на лекциях? Это что такое? А сейчас мы находимся на дне первокурсника у Института экономики и финансов. Я не слышу, вы готовы? На колени! На колени! А сейчас мы находимся на дне. Вот что это? Что такое? Зачем так-то? Зачем так обижать? Кругом развал, разруха, да вы новости свежие, посмотрите! Володя, надо убирать Михалкова. Мир ничуть не изменился. Каждому дьяволу положен свой ангел, и ты нашла меня на городской свалке, запачкав девственные крылья. Наш
Наши волонтеры без дела не сидят. Вот, например, Анастасия Никифорова из объединения «Добро-11» побывала на Формуле-1 в Сочи, где помогала организовывать соревнования. От Сыктывкарского университета на гонки попали 3 человека. Чтобы поехать на этап Формулы-1, волонтеры отправляли заявки и проходили собеседование. В начале недели мы прошли аккредитацию, прошли обучение, узнали, кто с кем работает. Затем уже с 9 числа мы начали работать как в качестве волонтеров. То есть уже стали приходить зрители, уже заехали команды. Я работала на главной входной группе, то есть мы регулировали потоки людей на выход и вход. Когда-то наша редакция открыла очень востребованную рубрику. Мы решили открыть рубрику «Видеооткрытка». Так вот, все не зря. Теперь в рамках рубрики мы сможем оправданно поздравить самих себя с днем рождения. Собирала открытку для СТУ-ТВ Ксения Панюкова. По телеку покажут, да? По телеку? Боюсь, что... А, это только, типа, ну, перед директором, да, вот показать? Типа нет, типа, знаешь, вот есть интернет. Не, ну там вопросы задавайте какие-нибудь, я отвечу вам. Любовь, скажите, как часто вы смотрите выпуски студенческих новостей? Ну, раз в неделю смотрю. Когда выпуск новостей с Анной Зубаревой, я поклонница Анны Зубаревой. Вот. Ну, а получается через неделю где-то, да, выпуски так. А вторая ведущая мне просто не очень симпатизирует. Как. Почему так? Ну, какая-то личная такая, не знаю, не симпатия. Смотришь ли ты студенческие новости? Нет, не смотрю. А что там, много чего интересного пишут, да? Ну, вообще, нам казалось, что да. Ну, а на самом-то деле, ну как вообще? А кто из ведущих вам больше нравится, Любовь или Анна? Анна — это которая рыженькая. Вот Аня больше нравится, чем Люба. Почему? Ну, не симпатия. Вот рыженькую видела. И как она вам? Ничего, хорошенькая. Дмитрий Владимирович, вы смотрите студенческие новости из ГУ? Студенческих новостей нет. Вам нравится вообще команда СТУ-ТВ? Может быть, они не очень? Да не, все хорошо. Меня все устраивает. А кто из ведущих вам больше нравится, Аня или Люба? Люба. Почему? Не знаю. Симпатия. А кто из ведущих вам больше нравится? Дмитрий Киселев или Ирада Зейнала? Что? Кто эти люди? А сколько у нас ведущих? Если не ошибаюсь, уже больше 4. У нас есть Люба, Аня. Вот Люба. Люба, я смотрю с Любой. Почему именно Люба? Она милая. Аня не милая? Плохие вопросы. Люба. Люба? Да. Она прикольная, да? Ну, в нее невозможно не влюбиться. А как вам Аня Зубарева? Аня очень красиво и приятная внешность. Неплохо подает информацию. А Люба? Люба специфично, но также красиво и неплохо ведет новости. Просто Люба с Аней уже приели зрителям, и мы вот набираем новых людей. Хотели бы попробовать всех, потому что они нам просто дико надоели. Поменяйте. Вообще у нас днюха. Да? День рождения, нам год и... Это же праздник такой великий прям, я не знаю. Поздравь. Поздравляю. С днем рождения! Желаю вам в дальнейшем развиваться. Поздравляю студенческое телевидение с первым годом. Хочу пожелать всего самого наилучшего, короче, процветания вот этой вот группе, да? Это же группа, да? Да. Вот, и чтобы у вас все хорошо получалось в дальнейшем. Больше продуктивности на ваших планерках и, в принципе, известности. Прежде всего, творческих успехов. Прежде всего, значит, что еще? Популярности. И чтобы вы вышли все-таки с первым образовательным на кабельное телевидение. Я поздравляю свое любимое родное СТУ-ТВ с таким знаменательным днем, как его день рождения, и надеюсь, что однажды мы отлично отдохнем. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, dear СТУ-ТВ, happy birthday to you. Ну а в конце, с днем рождения СТУ-ТВ, хочется поздравить всех наших зрителей. Спасибо, что вы у нас есть, и мы будем для вас продолжать. Ну а если не хочется просто смотреть новости, то знайте, что мы набираем новых корреспондентов. И может через год вы уже будете отмечать день рождения студенческого телевидения по эту сторону экрана. Приходи, приходи. И ты тоже.
Check it, check it.